Ее жизнь о том, как не согнуться, не дрогнуть, не выдать, не предать. Об Идрисе Зязикове, первом руководителе Ингушской автономной области, написаны книги и, наверное, будут написаны еще. А вот о его единомышленнице Жанете Зязиковой, как написано в известных монографиях об Идрисе, его верной жене, соратнице и спутнице жизни широкой общественности известно мало. В эти дни в Музее краеведения представлена фото-документальная выставка, посвященная ей. Эти фотографии, архивные статьи и документы пережили трудные времена. Их собирали и хранили. Исторический материал отражает важнейшие вехи становления нашей государственности. В центре выставки фотографии Жанеты Хантыговой, первой женщины, возглавившей краеведческий музей в Грозном и посвятившей себя служению народу, его интересам. Это одного из знаменитых тейпов Хантыговых, вышедшая дочь народа Жанета Ярычевна Хантыгова-Зязикова, которая была в прошлом столетии депортирована, репрессирована за свои убеждения. А что у нее были за убеждения? Чтобы сохранить нашу Ингушскую автономную область, чтобы сохранить наш суверенитет, нашу государственность. Ее имя неразрывно связано с именем выдающегося государственного деятеля, первого руководителя Ингушской автономной области Идриса Зязикова. Они были соратниками, верными спутниками, боролись вместе за правое дело, не боясь лишений. Сегодня о них говорят, вспоминают родные и близкие здесь, в когда-то родном для них краеведческом музее имени Тугана Мальсагова. С ее слов я вам сейчас расскажу один эпизод. Она когда сидела с мужем, их посадили, конечно, они не виделись друг с другом. И чтобы только она так скучала по нему, чтобы только услышать его голос, она говорит: я мыла весь коридор. Хотя она из такой семьи, что полы ей не приходилось мыть. А тут она казармы мыла, чтобы только услышать голос этого Идриса. В те годы в экспозициях музея даже намека не было на существование чеченцев-ингушей, а тем более многовековой истории их борьбы за советскую власть, участие в Великой Отечественной войне. Жанета Ярычевна внесла большой вклад в дело сохранения культурных ценностей войнахского народа. Так получилось, что они жили в те далекие годы, годы революции, становления советской власти и борьбы за советскую власть, жесткое, тяжелое и страшное время. И эти двое людей, молодые совсем, Жанете было 18 лет, а Идрису 25, когда они встретились и поженились, и с тех пор их судьба связала на всю жизнь, и они не расставались никогда, и, как говорится, только смерть их разлучила. На мероприятии присутствуют школьники. Такая вот преемственность поколений. Нельзя забывать о тех, кто прославил нашу Родину. Главный лейтмотив вечера памяти. Мадина Аздоева, Анзор Черкеев, Мадина Марзиева. Вести Ингушетия.